Исследователи отмечают некоторые существенные различия между ингушами и чеченцами. Известия Кавказского отдела Императорского русского географического общества, том 9, 1885 год. Антропологические группы по указателям и описательным физическим признакам приводят к весьма интересным заключениям. Так галгаевцы, куда собственно относятся джейраховцы, мицхальцы, хамхинцы и царинцы, также и соседи галгаевцев, акинцы, на основании среднего головного указателя для галгаевцев 81,9, а для акинцев 81,0, относятся к подкороткоголовой расе и стоят, по-видимому, особняком от других смежных с ними горных чеченцев и лезгин. Из последних, первые имеют средний головной указатель 84,4, а вторые 86,7, и таким образом, составляя короткоголовую расу, представляют как бы совершенно самостоятельную группу восточно-горских кавказских племен. Указатели носовой и лицевой, а также все другие описательные физические признаки подтверждают только что высказанное. Александр Белов. Арийское прошлое земли русской. Кроме всего прочего, надо отметить, что в западной антропологии утвердилось иное название европеоидов кавказоиды или кавкасионский тип по древнему грузинскому названию Кавказа – Кавкассионии. Впервые название «кавказский тип» дал белой расе немецкий ученый, живший в XIX веке, Иоганн Фридрих Блуменбах. Он описал обнаруженный на Кавказе ископаемый череп, который в целом, по его мнению, соответствовал параметрам идеального палеоевропейца. В свою очередь, отечественный антрополог Виктор Валерьянович Кунак считал, что среди ингушей в большей степени сохранился процент древнего населения Кавказа. Тайсаев Джабраил Мубарикович. Этногенез народов Кавказа. Антропология чеченцев и ингушей несколько различается. Ингуши относятся к центральному кластеру кавкасионского антропотипа с выраженной брахикефализацией, что говорит о сильном генетическом смешении с кабанской культурой. Тогда как чеченцы, хоть и относятся также преимущественно к кавкасионам, сочетают в себе множество элементов каспийцев и даже понтийцев, среди них очень высока доля представителей с низкой меланизацией. Что же нам говорит башенная архитектура на Кавказе? В своем труде «Башни в горах» кандидат архитектуры Аркадий Федорович Гольштейн записал следующее. При переходе из Дагестана в Чечню незаметно особых различий в характере построек. Архитектура этой части Чечни, будучи подобна дагестанской, в то же время отличается от архитектуры коренной Чечни. Географически и исторически на территории Чечни, смежной с Дагестаном, различаются два района, горный, примыкающий к Аварии, Чеберлый, и к северу от него, где более низкие горы покрыты лесами, Ичкерия. В Ичкерии постройки сходны с соседними кумыкскими Дагестане, а в Чеберлое заметно влияние аварского зодчества. Сходство архитектуры чеченцев Ичкерии и Чеберлоя с дагестанской могло сформироваться под влиянием строительной культуры Дагестана, это один из аспектов ситуации, но он не объясняет всего. Такая культурная зависимость не может определиться обстоятельствами одного лишь только соседства, тем более что контакты населения Чечни и Дагестана имели место не в большей мере, чем между дагестанцами и другими их соседями. Почти вся масса построек в Восточной Чечне, столь сходных с дагестанскими, относится к концу XIX – начала XX века. В коренной Чечне умерших хоронили в коллективных семейных гробницах. В Ичкерии, куда чеченцы переселялись начиная с XV века, почти нет гробниц, захоронения здесь одиночные. Поскольку и в Чеберлое нет гробниц, можно полагать, что этот район тоже был заселен чеченцами в сравнительно позднее время. Вряд ли гробницы, если бы они здесь существовали, были разрушены с принятием мусульманства. Трудно себе представить, чтобы их снесли до основания так, что не осталось и следов ни одной из них. А главное, в этом районе нет не только наземных гробниц, которые могли быть снесены, но и заглубленных в грунт, а они обычны в тех местах Чечни, где есть наземные гробницы. Далее, на постройках в Чеберлое часты петроглифы, высеченные на камнях кладки стен, древние культовые символы, что так характерно для Аварии.
За пределами Аварии в Дагестане такие изображения встречаются значительно реже, причем тем реже, чем дальше от нее. То же самое наблюдается и с другой стороны, к западу от Чечни. В Ингушетии еще встречаются единичные знаки на камнях, но это уже периферия распространения той культуры, для которой такие изображения были характерны. Наконец, согласно данным антропологов, чеченцы в расовом отношении ближе к жителям Аварии, чем Ингушетии. Напрашивается предположение, что восточная часть Горной Чечни когда-то входила в общую с Горным Дагестаном сферу культуры. Эта общность существовала, как свидетельствует археология, в эпоху бронзы. Возможно, в Чеберлое она продолжала существовать до средних веков, когда выходцы из коренной Чечни заселили эту местность. Вероятно, именно здесь обитали те тинди, на которых чеченские предания указывают, как на прежних жителей края. Здесь произошло подобное тому, что и в Закатальском районе Азербайджана. Переселенцы усвоили традиции зодчества прежних обитателей этих мест. Гольдштейн изучал и сравнивал архитектуру Северной Осетии, Ингушетии и Чечни. В восточной части Чечни архитектура сходна с дагестанской, и жилых башен здесь мало. Но в районе верховьев рек Аргун, Фортанга, Гехи и в Ингушетии в средние века, вероятно, все или почти все жилища были башенными. Несмотря на появление и распространение в XIX-XX веках сакел, жилые башни в высокогорной области Чечни и Ингушетии долго еще преобладали и были основным типом жилища. Путешественник, побывавший во второй половине прошлого века в Горной Ингушетии, пишет: «Весь народ помещается в четырехугольных каменных башнях, в 2-3 яруса, времени и постройки которых никто не помнит». Гольдштейн заметил, что не только в Осетии, но и в Чечне, в территории, прилегающей к Ингушетии, встречается форма боевой башни, которая, по всей видимости, возникла в Ингушетии. И добавил, что имеются свидетельства о работе ингушских мастеров-строителей в Осетии, Северной Грузии и Чечне, но нет данных о том, чтобы в Ингушетии строили приглашенные извне мастера. Абрам Ибаевич Шевхалишвили, архитектурные памятники Средневековья и исторические места, связанные с гражданской войной в Чечено-Ингушетии. Грозный, 1966 год. Восточной границей распространения башенной культуры надо считать долину реки Шару-Аргуна до слияния ее с рекой Чанты-Аргуном. Эта граница в значительной степени условна, потому что в прошлом веке боевые жилые башни имелись и восточнее реки Шару-Аргуна, например, в селении Харачой. Северная граница распространения башенной культуры проходит по южной стороне лесной полосы Черных гор. Западной границей распространения этих башен следует считать ущелье реки Терек. Но несомненно, что и башни, воздвигнутые в поселениях по левобережью Терека, селения Ларс, Чми и другие, построенные ингушами, так как еще из русских письменных источников известно, что по обоим берегам реки, при выходе ее из гор, проживали ингуши. Надо отметить и то обстоятельство, что боевые башни, расположенные на территории Горной Осетии, по сути ничем не отличаются от ингушских, и строили их, по-видимому, ингушские мастера. Чеченские предания приписывают постройку башен либо ингушам, либо майстинцам, либо Тейпу-Бавлой. Наибольшая густота башенных построек отмечается в верховьях реки Асы, в особенности в местности Галгайче. Ни в Горной Чечне, ни в Осетии, ни в Хевсуретии, ни в долинах рек Черной и Хевсурской Арагвы. Нигде не наблюдается такого скопления башенных сооружений, замков и жилых башен, Гаала, как в этом районе Ингушетии. В одном только небольшом ауле Эрзи боевых башен насчитывалось до 20. Имеется основание считать, что Горная Ингушетия была родиной башенной культуры. Отсюда культура эта, по-видимому, проникла и в Хевсуретию, и в Осетию, и, возможно, в Чечню. Исходя из всего, что было показано, совершенно уверенно можно говорить о том, что территория от Ла-Мардона до Аргуна является исконной территорией древнего народа Галгай. И след этого народа еще не исчез.